Это срез кремнисто-глинистого сланца, поднятого с глубины 10 910 метров. Он спал под землей сотни миллионов лет. Когда алмазное буровое долото вскрыло древние пласты, сформировавшиеся 500 миллионов лет назад, спящий кен был пробужден лучами 21 века. Скрытый под землей код нефти также будет раскрыт. И все это стало возможным благодаря этому объекту глубинной научной разведки. Скважины Шенджи-Тахе, расположенной в въезде шара округа Аксу-Уйгурской автономии. Она находится в самом сердце пустыни Такламакан и является первой в мире автоматизированной буровой установкой глубиной 12 тысяч метров, разработанной в Китае. В 2023 году началось наступление на глубину в 10 тысяч метров. Общее время бурения составило 279 дней. Но достижение этой глубины потребовало преодоления множества трудностей. Трудность первая. Оборудование должно выдерживать сверхвысокую температуру и давление. На глубину 10 тысяч метров. Каждые 100 метров температура повышается на 2 градуса, а давление – на 17 мегапаскалей. Ниже отметки 10 тысяч метров температура на заборе достигает 220 градусов. Давление – 1450 атмосфер. Здесь буровые трубы становятся мягкими, словно лапша, а температура 220 градусов способна расплавить любое обычное оборудование. Давление в 1450 атмосфер сопоставимо с тем, что 3 слона были сжаты до размера монетки. Трудность вторая. Необходимо последовательно пройти 12 комплексов пород с разной литологией и разными системами давления, включая магматические породы и плотные пласты. При каждом изменении типа породы требуется замена бурового долота. Геологическая структура крайне сложна и изменчива, что легко приводит к обрушению стенок скважины, катастрофическим потерям раствора и отказу инструмента. Сложная структура 12 различных пластов делает каждый сантиметр проходки похожим на путешествие по геологическому лабиринту. Трудность третья – полная локализация ключевого оборудования. Нефтяники дали свой ответ. Первая в мире автоматизированная буровая установка глубиной 12 тысяч метров с грузоподъемностью 900 тонн, достаточной, чтобы поднять 150 взрослых слонов. Буровой раствор, устойчивый к 220 градусам. Оборудование для сверхвысокого давления в 175 мегапаскалей. Буровые трубы диаметром 168 мм. За этими технологиями сверхдержава стоят десятки тысяч ученых и десятки лет разработок. На глубине 9028 метров команда столкнулась с еще более суровыми испытаниями. Используя интегрированную платформу геологии, инженерии и буровых растворов, они оптимизировали параметры, а цифровая система заранее прогнозировала риски. 279 дней, чтобы преодолеть 10 тысяч метров. 300 дней, чтобы взять последнюю тысячу. Это была гонка со временем. И вызов неизвестному. На глубине в 10 тысяч метров не мертвая зона. В сверхглубинных слоях Таримского бассейна скрыто 9 миллиардов тонн нефтяного эквивалента, что составляет половину всех сверхглубинных запасов Китая. Скважина Шенджи-Тахе создала первый в Азии геологический разрез глубиной 10 тысяч метров, раскрыв тайну, сформированную 500 миллионов лет назад, и предоставив Китаю образец для мировой науки о глубинах Земли. Продвижение вглубь Земли – это стратегическая научно-технологическая задача. Проект глубинных исследований – лишь первый шаг. Это технологическая экспедиция, не только энергетическое будущее, но и одновременно диалог человечества с глубинной историей планеты. В глубине Земли теперь всегда есть свет. В уйгурской автономии пишется новая глава пределов возможного. Огромные богатства уйгурской земли обеспечивают процветание всей страны и открывают новые горизонты будущего.